Уже на этой неделе стартует приемная кампания в вузы региона. Учебные заведения начнут принимать документы 20 июня. Подготовка к работе с абитуриентами уже началась. Динара Таймасканова расскажет о новшествах этого года. Первые студенты начали получать знания в Евразийской политехнической школе УГНТУ в 2022 году. Особенность в том, что обучающиеся получают здесь сразу две специальности. Дополнительно прикладную информатику. Нравится учиться в Евразийской политехнической школе. Выбрала я ее, потому что это новый факультет, новое направление, достаточно перспективное, по моему мнению. Также у меня в конце обучения будет в дипломе две специальности прописаны. Я подумала, что в дальнейшем будущем мне это очень пригодится. И почему именно у нас? Потому что, наверное, инженер будущего, так скажем, он должен развивать отрасль и интегрировать современные цифровые и уже роботизированные какие-то решения, разрабатывать свое программное обеспечение для отрасли. В школе ведется подготовка по 3 ключевым направлениям УГНТУ: нефтегазовому делу, химической технологии и строительству. Вторая специальность связана с изучением программирования и робототехники. Интеграция этих отраслей сейчас особенно востребована. Цифровизация, в общем-то, проникла во все отрасли, и, соответственно, в связи с этим появился запрос на выпускников уже нового поколения, которые обладают этими сквозными компетенциями в области программирования, робототехники. И, соответственно, поэтому мы ввели эту дополнительную квалификацию. На экскурсию в УГНТУ пришел выпускник школы деревни Шамонина. Марата Сабирова ждет жаркая пора вступительных экзаменов. Пока же он только определяется. Перспективный, наверное, как все скажу, IT. Я еще сам не знаю, я еще сам зеленый в этой жизни, как сказать. Так что пока куда-нибудь в IT пойду, потом разберусь там. Понравится, не понравится там. В школе мне нравились информатика, английский обожал, прям обществознание очень сильно любил. Математику вообще люблю. В Уфимском университете науки и технологий более 5500 бюджетных мест по бакалавриату, магистратуре и специалитету и около 800 по программам среднего профессионального образования. То, что говорится по конкурсу, в основном это айтишные направления, из гуманитарных это юриспруденция и экономика, большой спрос, так скажем, по иностранным языкам. Ну и есть также технические направления, где есть большой спрос. Факультет башкирской филологии, востоковедения и журналистики в этом году предлагает студентам новые направления. Они связаны с международной деятельностью. Обучающиеся смогут бесплатно пройти стажировку за границей. В этом году в Китай, к примеру, поедут 58 студентов. Направляем наших студентов не только на изучение языков, но и на международные отношения. Потому что мы таким путем убиваем, как говорится, двух зайцев. Наши студенты изучают 6 восточных языков, плюс еще английский язык, башкирский, русский, и получается, что они готовые специалисты по международным отношениям. К слову, чтобы подать документы в любой вуз на территории страны, не обязательно выходить даже из дома. Сделать это можно через госуслуги. Вся нужная информация там найдется. Оттуда же можно попасть на сайт вуза. Можно посмотреть о наличии бюджетных мест, мест на платной основе, количество мест целевого обучения. И вместе с тем сразу же в госуслугах имеется возможность провалиться, а какие эти целевые места, с какими предприятиями эти целевые места можно получить. Конечно, доступен будет для студентов и традиционный способ подачи документов через приемную комиссию. Также их можно отправить почтой или воспользоваться онлайн-сервисом вуза. Напомню, документы можно подать в 5 вузов на 5 специальностей в каждом. Динара Таймасканова, Артур Хуснудинов, Шамиль Каримов. Новости Уфа.